Ну, во-первых, удмурт, который родился в удмуртской деревне, в Киясовском районе Удмуртии, эм, который занимается наукой, но об этом не все удмурты знают или интересуются, скажем так. И больше меня знают как исполнителя удмуртских эстрадных песен. Кто-то знает как исполнитель народных песен. Вот, может быть, это для кого-то Николай Анисимов. Для кого-то просто друг, для кого-то просто родственник. Вот, для кого-то коллега по работе. Каждый меня знает по-своему. Николай Анисимов, филолог-фольклорист, популярный удмуртский автор-исполнитель. Родился 23 декабря 1989 года в деревне Дубровский Киясовского района Удмуртской республики. Закончил факультет удмуртской филологии УДГУ. С 2012 продолжил образование в докторантуре Тартусского университета, Эстония. Широкую известность Николаю принесли переводные татарские песни на удмуртский язык. Удмуртская семья, как скажем, традиционная удмуртская семья, она какая? У удмуртов вообще, по сути, нет такого, что они очень открыто и ярко проявляют свои эмоции. Особенно любви, потому что никто там не будет тебе прямо так говорить: «Ой, я как тебя люблю». «Ой, там, доченька». Это вот так. Это на самом деле это психология удмуртов. Это проявляется через другое. Скорее всего, это через какие-то, может быть, жесты, действия, поступки. И просто, например, там собраться за обеденным столом. Мать приготовила там, на самом деле, шанишки, стряпню в огромном количестве. Там отец тебя встретил там, очень там, по-теплому. И просто сидим, общаемся. Вот это уже проявление любви. Иногда могут там, как сказать, чуть-чуть похлопать, и там вешаны по-удмуртски, да? Это даже вот не передать, как это вешаны. Полюбить, что ли, по-русски, я не знаю. Вот по-русски даже полюбить, а по-удмуртски яратыны так бы не скажут, вешаны. Алвылы пукщица, вот топ-топ вешаса. А сейчас, конечно, так уже не сделают. Ну, там как бы ради шутки там обнимают, опи, чаль-чаль вешалотоны. Вот это и вся любовь. Отец водитель школьного автобуса, мать работает на ферме. И иногда бывают, как скажем, такие интересные случаи тоже, когда другие люди, не зная, ну, скажем, мою семью, думают, что у меня родители там или работают в школе, или там где-то в начальстве. Нет, это не так. Я обычный также рос в деревне, скажем, как другие, также, как сказал, голышом бегал там по улице, на праздники, и играли в лесу постоянно. Ну, постоянно находились на улице. А сейчас, конечно, такого уже нет. Очень редко кого можно детей наблюдать на улице. Все играют дома в компьютерные игры. Да, или в гаджеты. И своей семье я очень благодарен, потому что это, можно сказать, по-настоящему традиционная удмуртская семья с традиционными удмуртскими канонами и поющая семья. Когда собирались родственники, конечно же, пели, любой праздник сопровождался песнями, танцами, общением. И воспитание, конечно, тоже. Воспитали меня больше бабушка, потому что родители работали. Это в любой удмуртской семье, так что воспитанием занимается старшее поколение. И, конечно, они прививают любовь к родной культуре, и это тоже во многом сказывается в дальнейшем в самом человеке, отражается в его поступках, действиях. Отец рассказывает, что они ходили куда-то на свадьбу, и я не знаю, то ли 4, то ли 5, то ли 3 годика мне было, я не помню. Отец говорит, были на свадьбе, ну там, понятное дело, еще традиционные свадьбы, когда пели чуангур, там свадебные песни народные удмуртские. Идем по улице уже, возвращаемся домой, и я, видимо, говорю отцу: «Папа, хочешь, сейчас я спою так, как сейчас пели там тетеньки?» Ну, думаю, там что-то споет, ну давай спой. И я начал петь свадебную песню. А свадебная песня удмуртская, она же очень сложная, тем более она, как скажем,
имеет древние архаические корни, то есть исполнение песни самой. И когда ребенок это запел, он говорит, я вообще удивился. Вот, видимо, это так было. А потом там поешь, там с мамой ходишь на ферму, и там доярки, Коля, ну-ка давай-ка нам спой, чтобы веселее было. И я там на всю ферму пою, и там корова отвечает мне мычанием своим. Вот, ну, в общем, детство веселое. Или там поймают меня на улице, заводят в дом, где праздник, там говорят, Коля, давай нам спой, и там поешь, там и всем там уже весело. Или одну песню, которую тоже я... Вот это я еще помню, что одна песня, видимо, мне очень нравилась. Это «Сопал ярыш чагр щачка». «Сопал ярыш чагр щачка». Вот эта песня. Видимо, меня научила наша родственница, бабушка одна. И, видимо, я пою песню эту, и в конце обязательно такое добавляю с таким топаю ногой и говорю, что «Эх, Катинке наке». То есть, эх, тетя Катерина, видимо, она меня научила песне, но всегда обязательно после этой песни, видимо, я добавлял такое авторское, как сказать, авторскую подпись. Очень хотелось пойти в 1 класс, ну, понятно, потому что тебе купили все новое, и хочется показаться, покрасоваться, там, как можно быстрее уже там что-то написать, тетрадки, в дневнике, это же все еще пахнет свежей краской, там все такое. А потом сделали фотографию, видимо, на 1 сентября, потом показали, я смотрю, и говорю, мама, смотри-ка, я, видимо, там встал на кирпич, почему я такой высокий? А там на фотографии я оказался самым высоким, а все ниже на голову меня. А я, видимо, просто ростом был выше всех. Вот это первое воспоминание. А так, о школе тоже, конечно, как сказать, не хотелось то, что больше, скажем, придется учиться, но хотелось идти от того, что общаться там с друзьями, потому что там же встречаешься, там целое лето не видишься с другими одноклассниками, там, друзьями из других классов, потому что в нашей школе учились там дети с 4 деревень, получается. Вот. С нашей деревни-то с одноклассниками там и виделись, играли, а с другими нет. А также с преподавателями. Там некоторые конкретно предметы нравились, тоже история, например, мне очень нравилась. И особенно древний мир. История древнего Египта, древнего Рима, все это очень мне было интересно. Ну, конечно, драки были, как не будут драки? Всегда там, как сказать, ну, я не так часто дрался, как другие, например. А в старших классах уже такого не было. Это в основном в младших классах, в начальных классах, до 6 класса, наверное. А там уже не до этого, что ли, было. Не совсем уже дрались, там уже любовь, влюбленность начиналась, все такое. Но это была моя одноклассница, это был, наверное, 8-7 класс. Как говорят, у девушек всегда развитие идет быстрее, чем у парней, да? И так и оказалось, потому что она, как скажем, влюбилась, видимо, в меня. Я это не чувствовал. И как-то в один момент почувствовал, полюбил. Но у нее это чувство уже прошло. Она уже там полюбила, влюбилась в другого, там, конечно, мучился. Но, как сказать, но я все равно благодарен ей, потому что я по-настоящему почувствовал, что такое любовь и все это стремление, когда ты бежишь, летишь, и ты вообще, как сказать, оторван от мира, и ты живешь только одной эмоцией. И больше другого мира нет, только вот этот мир. Вот благодарен этим искренним чувствам. Такие вещи, конечно, рассказывать тоже. Ой, 8 класс, наверное, это был. Ходили уже в клубы, ходили, и там, видимо, зима была очень холодно, там, я помню, 40 градусов, что ли, 45 на улице. Ну, весело, в общем. Хмельные, все пошли домой, кто куда. Я, хорошо, что я еще домой добрался. И, видимо, мама это все почувствовала, дошла. Ты что, говоришь, что с тобой стало? С кем ты пила? Ну, давай. Но она не стала там ругаться, все такое. Отец спал. Но я помню этот вкус чефира очень горького, которого она мне тогда дала, но я благодарен, и она просто спокойно мне объяснила. Не стала кричать, не все такое, да. Она мне все это сказала. Вот
хорошо, что вот отец говорит, твой ничего не знает, давай и ничего не скажем, чтобы такого больше вот не было, и потому что это все равно плохо. Вот, ну, просто пообщалась спокойно со мной, и вот это на меня очень сильно повлияло. Вот этому, как сказать, воспитанию или ситуации, то я очень тоже благодарен своей маме. Артист уже у меня уже все, поскольку родители сказали, это не работа, все, это хобби, хорошо, пою и ладно. Хотел идти на историка, потом на психолога, и третий вариант был на журналиста. Вот, потом посмотрел, что на историка конкурс очень большой, все, сразу отпало. А кто я такой? Я же обычно деревенский, да какие у меня возможности, никакие. Психолог тоже отпало. Осталась журналистика. Потом родители, по-моему, еще предложили удмуртский факультет, который я почему-то даже не рассматривал. Потом ходил на курсы журналистики, удмуртской филологии. Потом у нас был декан Любовь Петровна Федорова на то время. И она все-таки уговорила моих родителей, чтобы я поступил туда. Ну вот, я поступил туда. Я учился полгода, будучи еще студентом УДГУ в коми языку, и познакомился с финном. Ну, потом уже он оказался другом, с которым мы, оказывается, в один день родились, но в разные года. При этом его зовут Нико, меня Николай, то есть тоже так же Нико по-фински. И он говорит, давай поступай к нам, ну что ты? Потому что, ну, как-то мы разговаривали, что у меня вот такой вопрос сейчас. И я начал туда готовить документы. Потом, в 2012 году, в январе, мы поехали с Чепчерганом, с малым составом в Эстонию выступать там на дни Кузибая-Герда. Познакомились с удмуртами, оказывается, там очень много удмуртов. Они сказали, вот есть такая программа поддержки финно-угорских студентов, давай поступай к нам. Отправил туда тоже документы. В итоге оказалось, что я поступил туда, и до последнего момента я не говорил родителям. Потом я, когда им уже сказал, там сидим за столом, вот вы знаете, вот я хочу туда поступить, я поступил. Ну, конечно, там такие были сначала эмоции, но а как ты пойдешь, да ты языка не знаешь, ты города не знаешь, да как все это будет? Ну вот все-таки они, видимо, доверились потом мне, я там, вот и там, вот так я оказался. Есть, но их немного. Но опять же, для совсем еще недавно, скажем, год-два, наверное, я понял такую вещь, что друзья друзьями, но оказывается иногда в какой-то кризисной ситуации, иногда на помощь появляются люди, от которых совсем не ожидаешь. И думаешь, что это знакомые, но это, как сказать, это не друзья, но ну, просто знакомые. Ты их знаешь, что есть такие люди, знакомые, и не ожидаешь, и вдруг получаешь помощь. И тогда задумываешься, кто такие друзья, кто такие люди вообще, которые готовы тебе помочь. Вот. И поэтому, не знаю, для меня на данный момент теперь стало слово «друг», не знаю, не совсем может таким, что фильтровать, что вот это друг, это не друг. Нет такой четкой границы. Вот, а потом я общался уже с более опытными людьми, с более взрослыми людьми. Я вот говорю, вот у меня так было, как у вас? Да. И они говорят, да, у нас тоже так было, которого не ожидали. И вот тогда уже начинаешь задумываться. В Эстонии, ну, как скажем, биоэнерготерапевт там был, который, ну, я ходил на массаж, и мы общались с ним. И просто какое-то общение, оно меня в один момент научило как-то жить, что ли, со всеми этими жизненными кризисами и конфликтами. И сейчас, как сказать, если даже меня человек предал, обидел или как-то все такое, я буду с ним также нормально общаться и не проявлять каких-то своих тех, как сказать, злопамятности или вот такое высокомерие, потому что из-за того только что человек что-то сделал. Представим стекло, да, это такой же физический объект, но луч солнца, который попадает в него, он просто проходит. И тут то же самое. Не надо вот оставлять что-то в себе. И у меня после этого на самом деле стало легко. Что-то плохое случается, я забываю. Человек напоминает тебе, а да, что-то было.
и ты уже не помнишь. И на самом деле вот жить легко. Конечно же, то, что тебя, как сказать, знают многие, это, безусловно, приятно. Когда человек подходит, знает тебя, общается, на улице останавливает, фотографирует иногда даже на бензозаправке или там в кафешке где-нибудь. Плюсы, конечно, то, что еще ты можешь проявлять свои эмоции через песни, делиться своими мыслями. Это, конечно, тоже очень полезно. Потом выступать на сцене, делиться своими эмоциями и получать взаимную эмоцию. Это очень хорошо в плане психотерапии, скажем, да? Когда ты получаешь положительную эмоцию с огромного количества людей, это, не знаю, артисты, наверное, поймут, но каково это. Даже это не описать, это внутри такое творится. Это очень хорошая психотерапия, так скажем. А потом, какое? Ну, много плюсов, так сразу не сказать. Это, кстати, вот то, что я пою, и меня знают, это тоже дает большой плюс и бонус в моей научной сфере, научной деятельности. Потому что ты куда-то идешь, например, собирать информацию в экспедицию, а тебе человек тебя уже знает, и доверие уже чуть больше, чем человек тебя бы не знал. И поэтому многие, например, сакральные темы, которыми приходится заниматься мне или интересно самому, люди бы не стали даже говорить с посторонним человеком. Вот это тоже большой плюс, и который тоже подчеркивает другие мои коллеги, особенно иностранные, которых как бы нет такой возможности говорить и общаться на удмуртском языке, а плюс то, что их не знают люди, а меня как бы знают, и я могу там с ними петь, с информантами, да, ну, с интервьюерами, которых я беру интервью, и они тогда более, скажем, открываются, раскрываются, да. Публичность, она очень мешает. Это все давление, которое исходит. Это, во-первых, не то, что мне будет мешать, потому что я уже к этому привык. Я уже, как сказать, улон жуге, но дышите, говорят удмурты. Жизнь бьет и учит. А тот человек, который рядом с тобой и будет с тобой, если это давление просто не вытерпит, зачем это надо? В первую очередь надо думать, наверное, тоже о второй половинке и заботиться о ней. Родители по этому поводу, особенно мама там меня переживает, что а как, на каком языке будем общаться, если там будет вообще другой национальности, или тем более иностранка. Я там подшучиваю иногда, что вот, эстонку привезу, вот все. Да ты что? Так я говорю, я же переводить буду. Так у нас ведь секреты будут, как ты там? Ну вот. Я иногда думаю, что а каким я буду тогда мужем и отцом, если я даже дома не бываю? Потому что все время там, гастроли, потом экспедиции, ты все время куда-то ездишь, и ты не бываешь дома на самом деле. Ты больше с чужими, чем со своими. Это в какой-то мере даже ненормально. Я вот иногда себя так останавливаю на этой мысли. Блин, так надо уже останавливаться когда-то. Потому что это не может все время продолжаться. Все крутится, вокруг тебя там другие, но именно не свой человек. Та, которую ты, не знаю. А про то, что да, детей я уже очень хочу. Кого хочешь? Сына в первую очередь. Все-таки хочется вернуться, но и пока условия не позволяют. Вот это может быть больше, чем предательство или вот, как это тебя, как мне сказали буквально недавно, тебя зря, что ли, удмуртская земля взрастила, нужно возвращаться, нужно вот удмуртскую культуру продвигать. А потом как бы общались с друзьями из-за границы. Так а что они не понимают, что ли ты, будучи здесь, делаешь намного больше, чем сделал бы в Удмуртии? Я понимаю, как бы, что так и есть, потому что здесь не было бы таких возможностей. Там прекрасные возможности представить удмуртскую культуру в музыкальном плане, в научном плане. И это все результаты, которые выполняешь, тоже представлять там. И, как сказать, мировой публике, общественности более широкой, за бугром, так скажем, давать знать, что мы такие удмурты, мы живем, у нас такая культура.
И вот лекции, вот я, которые тоже провожу не только о культуре, о музыке, о костюме, о философии удмуртов, о их менталитете. В Париже, например, тоже. В Германии мы были, в Латвии, Финляндии, в Литве, в Эстонии. Тогда больше людей интересуется. И ты понимаешь, что ты не то что предатель, ты, может быть, как посредник своей культуры в чужом мире. Да, да. Потому что почему, может быть, эти слухи пошли, опять же, может быть, здесь можно привести в пример анекдот, когда в котле там несколько котлов варятся, и в каждой там разные национальности. Все этот анекдот знают, да? Один удмурт там за край перелезает, и все, его уже тащат за ногу. Куда пошел? Обратно, да. То есть, Вариться с нами. да, вариться с нами, никуда нельзя, у нас вот одно общее. А кыжи вот опять же удмурт что? Покыш в черса, ой, не черса, покыш в узынме. Вот. Нужно, наверное, быть рекой, при этом бурной рекой, чем стоячей водой. Конечно, хочу пожелать всем самого хорошего. Наверное, самых добрых, искренних чувств, доброты в первую очередь, потому что в нашем мире сейчас доброты, к сожалению, не хватает. У всех она подставная, неискренняя и, не знаю, много, конечно, счастья, в первую очередь счастья личного, счастья в семье, в коллективе. Ну, как удмурты тоже всегда вот желают, например, в первую очередь шут, тазалык. Вот ведь у удмуртов как, что главное, шут с счастьем это всегда, они соседствуют. И при любом пожелании, там, во время праздников, юбилеев или там просто там к ребенку маленькому подойдут и всегда пожелают счастья и здоровья. Всем желаю счастья и здоровья. Потому что даже в песнях, в фольклоре везде это присутствует. Вот в одной песне тоже говорится: вот меня мама родила и в белый платок завернула. В белый платок завернула, да только счастье попросить забыла. И очень во многих песнях это есть то, что человек кончает собой от того, что он не имеет счастья при жизни, потому что мать или там отец при жизни не попросили счастья для ребенка. А это очень, видимо, много значит.